Добрый вечер. Время новостей на АТР. 30 января, 1068-й день аннексии Крыма. Сегодня в выпуске. Теракт в мечети Канады. 6 человек расстреляно. Бойня под Авдеевкой. За сутки силы АТО потеряли 7. В Киеве прошло 7-е заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Авдеевка пережила жесточайшую за последние месяцы атаку со стороны боевиков ДНР. За последние сутки в районе Авдеевки погибло 7 украинских военных. 29 января боевики штурмовали Авдеевскую промзону. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже начался штурм с целью оттеснить украинские подразделения. В Минобороны сообщили, что всего боевые действия непрерывно продолжались 19 часов. После обстрелов Авдеевку питает только одна линия электроснабжения. Отправить новой администрации США доклад о ситуации в оккупированном Крыму, обнародовать заявление о задержании и арестов крымских мусульман и адвокатов, провести мероприятие в честь 100-й годовщины первого Курултая крымских татар. Эти решения были приняты на 7-м заседании исполкома Всемирного конгресса крымских татар в Киеве. Детали у Лидии Полянской. Стратегия публичной дипломатии, статус крымских татар на оккупированном полуострове и написание письма новоизбранной власти Соединенных Штатов. Эти 3 пункта возглавили повестку дня 7-го заседания исполкома Конгресса. Сайланан Америка Кошма Штатларын Трамп президентінің диққатыны. Мы хотим привлечь внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа к сложившейся ситуации в Крыму. У нас не было возможности строить диалог с Россией во время оккупации, мы сообщим об этом. К тому же мы разработали план действий, по которому будем работать в ближайшие месяцы. Место члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова пустует уже почти год. В мае 16-го крымско-татарского активиста похитили в Бахчисарае люди в форме ДПС. О его судьбе сейчас ничего не известно. Вопрос об Эрвине, он уже обсуждался, и его нужно просто исполнять. Председатель Меджлиса Рифат Чубаров сообщил о намерении собрать 1 миллион подписей в рамках всемирной кампании «Где Эрвин» и направить обращение в европейские международные организации. Предложение поддержали единогласно. Говорять і зникнення Ервіна Ібрагімова, і затримання нашого адвоката, затримання також інших активістів в Криму. Є амбітні плани зібрати 1 мільйон підписів. Є також пропозиція щодо залучення мистецьких середовищ для того, щоб тема Криму звучала поза межами України. Кроме того, исполком Всемирного конгресса намерен в ближайшее время обнародовать заявления по задержаниям и арестам защитников крымских татар, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова. На 7-м заседании присутствовали и активисты молодежного комитета при Всемирном конгрессе крымских татар. Это собрание очень полезное. От друзей, приезжающих из Крыма, мы получаем данные ситуации на полуострове и гораздо лучше понимаем ситуацию. Таким способом, единством, мы обсуждаем, что можем сделать для нашего народа. Чтобы защищать права и потребности людей, живущих на полуострове. Они работают, и это одно из основных прав человека. Но российская власть, то есть российское государство, притесняет этот проект. Если вы спросите, зачем, есть только одна причина – заставить замолчать голос крымских татар. По случаю 100-й годовщины первого Курултая крымско-татарского народа члены исполкома решили провести ряд соответствующих мероприятий. Следующее заседание Всемирного конгресса состоится через 2 месяца. Лидия Полянская, Асан Эминов, Заман, АТР.
Открытое письмо российских адвокатов, обеспокоенных арестом их коллеги Эмиля Курбединова, появилось на сайте «Медиазона». Под документом стоит более 3 десятков подписей. В письме указано, что крымские суды не выполняют элементарных норм законодательства. А арест адвоката Курбединова его российские коллеги назвали «запугиванием». Мы, российские адвокаты, в том числе работающие в Крыму, выражаем солидарность со своим коллегой, обращаемся к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации с просьбой предпринять ряд мер по его защите и не допустить его сугубо политического преследования. Чем живет громада и что можно сделать для людей? Члены Меджлиса крымско-татарского народа встретились с жителями села Новоалексеевка Генического района Херсонской области. Встречу в Новоалексеевском клубе начинают с гимнов украинского и крымско-татарского. Членов Меджлиса и Всемирного конгресса крымских татар интересует, чем живет крымско-татарская громада Генического района и чем можно помочь. Люди жалуются на бытовые проблемы. В Геническ поехать ни денег на ту пенсию, которой живут наши бабульки и дедульки, поехать нет. А почему на нашу больницу какие-то, вот придешь туда, свет потушили, уже ничего не могут сделать. Ни рентген пройти, ни флюорографию сделать. Нашу больницу надо тоже вот взять во внимание. У столичных гостей интересуются о Крыме и телеканале АТР. В бюджет Украины были заложены деньги на наш любимый, единственный в мире телеканал АТР, Крымско-татарский национальный канал. Это все было, конечно, на бумаге, но реализовано ли это право в реальности? 27 декабря мы получили эти деньги. Сейчас идет подготовительная работа, и даст Бог, 1 марта мы начнем вещание в новой студии. Обустройство районной генической больницы, школ, детских садов и домов культуры. По информации Рифата Чубарова, это удалось сделать в прошлом году за деньги, выделенные госбюджетом на нужды депортированных. Из 20 миллионов гривен освоили всего 4,5 миллиона, уточнил он. Деньги пришли в конце декабря, и власти просто не успели их потратить. В этом году, предупредил Чубаров, даже и этих денег не будет. Там, где есть желание, там обязательно люди находят рано или поздно решение даже, казалось бы, самых тупиковых вопросов. Если в бюджете нет денег, мы просто призываем вас объединяться вокруг Меджлиса. В этом году в регионе продолжило работу агентство ТИКа. Благодаря его помощи в партизанской школе заменили все окна. Кроме этого, при поддержке крымско-татарской диаспоры Турции начнется строительство 2 мечетей в Геническом районе. При поддержке наших сограждан в Турции в 2 селах Генического района начнется строительство мечети. Сейчас обговариваются последние юридические вопросы, и в мае установим закладные камни на месте строительства этих мечетей. Члены Меджлиса пообещали регулярно общаться с людьми в регионе, где живет больше всего крымских татар. Роман Спиридонов, Ильдар Тарахташ, Заман, Новоалексеевка. Получить паспорт или свидетельство о рождении ребенка сразу на границе с Крымом можно будет уже этой осенью. Глава Херсонской области Андрей Гордеев надеется, что к этому времени на административных пунктах с временно оккупированным Крымом появятся центры предоставления административных услуг. Хочемо вже до осені це зробити. Зроблячи такі ЦНАПи, ми будемо показувати, що ось як в Україні, яка є свій вибір євроінтеграційний, зробила материкова частина, і ось як в окупованій частині України, ось в Криму. І тоді на цьому порівнянні ми будемо входити в Крим, входити в гуманітарній сфері, входити в соціальній. Видеодоказательства с митинга 26 февраля опровергают вину Чайгоза. Такой вывод сделал адвокат защиты по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза. На 71-м судебном заседании рассматривали видеоматериалы с митинга 26 февраля 2014 года. Николай Полозов сообщил, что на видео четко видно, что основные провокации совершали ополченцы, казаки, представители пророссийского митинга. Ахтему Чайгозу вменяется организация
организация массовых беспорядков и смерть 2 человек. Грозит ему до 10 лет тюрьмы. Организованно одномоментно осуществляли силовое воздействие на участников проукраинского митинга. Провокации продолжались на протяжении нескольких часов. Однако эти доказательства полностью опровергают не только показания потерпевших и ряда свидетелей обвинения о действиях Чайгоза, но и в целом опровергают обвинения, фактически обвинение рассыпается. Ильме Умерову в ФСБ вручили обновленное обвинительное заключение. На прошлой неделе заместитель главы Меджлиса лишился сразу 2 защитников-адвокатов. Николая Полозова, которого ФСБ пытается вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу Умерова, другого его адвоката Эмиля Курбидинова 26 января арестовали на 10 суток за публикацию в Фейсбуке, которую он сделал 4 года назад. Ильме Умерова обвиняют в сепаратизме. Когда уже материалы близки к завершению, перепредъявляется обвинение или еще по-другому называется предъявлено новое обвинение. Статья осталась прежней. У меня есть договоренность с 3 адвокатами, 2 из них выбили. Полозова изменив статус в моем уголовном деле, он может быть только свидетелем. 2 адвокат Эмиль Курбидинов признают виновным в административном правонарушении и лишает свободы на 10 дней. У меня остался 1 адвокат, Эдем Семедляев. И мы сегодня вместе с ним были на допросе у следователя ФСБ. Уголовное дело никто не закрывал. Фигуранты дела Хизбут-Тахрир вошли в перечень террористов и экстремистов России. Так, например, ялтинский правозащитник Эмир Усейн Куку там значится под номером 3415. Список обнародовали на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу России. Фигуранту ялтинского дела Хизбут-Тахрир Эмиру Усейну Куку, кроме участия в этой якобы террористической организации, оккупанты выдвинули обвинения по статье «Насильственный захват власти России». Шесть человек стали жертвами нападения на мечеть в канадском городе Квебек-Сити. Несколько человек госпитализированы. Накануне 3 в масках ворвались в мечеть после вечерней молитвы и начали расстреливать всех подряд. Полиция задержала 2 подозреваемых. Председатель правительства канадской провинции Квебек Филипп Куер назвал стрельбу терактом и попросил Национальное собрание приспустить флаги Квебека. Премьер Канады Джастин Трюдо прокомментировал ситуацию в своем микроблоге в Твиттер. В частности, нападение на мечеть Трюдо назвал трусливой атакой. Я хотел бы сказать несколько слов нашим соотечественникам, жителям Квебека, исповедующим ислам. Мы с вами, вы у себя дома. Мы вас рады видеть. Мы все квебекцы. Все вместе мы должны продолжить строительство открытого, гостеприимного и миролюбивого общества. Башар Асад госпитализирован с инсультом. Президент Сирии сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Об этом сообщает арабское издание Daily Sabah. В ряде саудовских и ливанских изданий сказано, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом еще в субботу. Представители президента эту информацию опровергают. Мировые лидеры осудили решение президента США Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из 7 мусульманских стран – Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. В частности, свое недовольство высказали канцлер Германии Ангела Меркель, мэр Лондона мусульманин Садик Хан, канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В ряде американских городов продолжаются массовые акции протеста. Мы хотим дать понять Трампу и его администрации, что не хотим никаких запретов, никаких стен. Мы не хотим, чтобы США стали фашистской страной. Крымская татарка из Симферополя прошла слепой отбор песенного конкурса «Голос краины-7». После исполнения песни американской рок-группы The White Stripes Seven Nation Army к Найле Ибраимовой повернулись все 4 тренера. 21-летняя девушка никогда не занималась музыкой профессионально. В качестве тренера участница выбрала свою соотечественницу Джамалу. После отбора жюри попросила девушку выполнить крымско-татарскую песню.
Karadeniz yalısında Tatarların vetanı var. Господи. Крым – это Украина. Всемирное движение патриотов Украины инициировало флешмоб с таким названием. Его цель – напомнить миру о преступлениях России, в частности, об оккупации украинского Крыма. Для участия во флешмобе необходимо сделать фото с плакатом «Крым – это Украина», опубликовать фотографию на странице Facebook, обязательно указав хэштег «Крым – це Украина», «Crimea is Ukraine», а также страну и город, где сделано фото. Флешмоб продлится до 16 марта 2017 года. Беззащитные защитники. Акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбидинова состоится завтра, 31 января, в Киеве на Майдане Незалежности в 2 часа дня. На мероприятие приглашены общественные организации, члены Меджлиса, адвокаты, активисты, представители международных правозащитных организаций и МИДа Украины. Пока это все, уже через 2 часа не пропустите итоговый выпуск «Заман» с Шевкетом Наматулаевым. Будьте с АТР. До завтра.